Это программа «Актуальное интервью». Новый порядок оформления листков временной нетрудоспособности, проще говоря, больничных, действует с 20 марта. Он распространяется на случаи временной нетрудоспособности в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. О порядке и способах его оформления узнаем у управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Якутии Марины Мироновской. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Так как все же оформить листок нетрудоспособности в случае карантина? Существует порядок. Есть два документа. Сейчас я расскажу о первом документе. Это временный порядок выдачи листков нетрудоспособности, связанных с пересечением границ граждан Российской Федерации. Эти правила установлены постановлением правительства 294-м, которые прописывают порядок оформления, оплату и выдачи листка нетрудоспособности. Что необходимо знать? Во-первых, граждане, которые пересекают границу Российской Федерации, они дистанционно, одномоментно подают заявление. Заявление это можно оформить на сайте Фонда социального страхования. Там есть баннер, кликают на этот баннер и их сразу же переносят в сам бланк заявления. Данное заявление заполняется и, соответственно, уже происходит процедура дистанционного оформления листка нетрудоспособности. Марина Евгеньевна, а кто может получить дистанционный больничный? Дистанционный больничный в связи с введением карантина на территории России при пересечении границы Российской Федерации по 294 постановлению имеет право на листок нетрудоспособности сам гражданин, который пересек границу, члены семьи, которые бы с ним путешествовали, и не члены семьи, которые с ним путешествовали, а также все те, кто будет с ним вместе проживать на период самоизоляции. Именно вот этот круг лиц имеет право оформить листок нетрудоспособности. И на всех этих лиц нужно подать заявление, указать в заявлении. Расскажите, пожалуйста, более подробно, какие данные и документы необходимо предоставить, чтобы получить больничный? Для того, чтобы оформить заявление, необходим определенный перечень. Заполнить данные необходимо, конечно же, это фамилия, имя, отчество гражданина, который пересек границу Российской Федерации, именно с той территории пересек, где установлен коронавирус. Это, как правило, СНИЛС, номер полиса ОМС, данные паспорта гражданина Российской Федерации. Но помимо самого заявления, в котором указывает гражданин свои персональные данные, к этому заявлению необходимо и требуется приложить в соответствии с постановлением 294 это документ о пересечении границы, то есть копия паспорта заграничного, где указывается дата пересечения границы, проездные электронные документы, которые подтверждают пересечение границы, и иные документы, которые могут свидетельствовать также пересечение границы. Помимо того, что сам гражданин оформляет это заявление, также он оформляет и прикладывает все документы на тех лиц, которые будут с ним самоизолированы, то есть его члены семьи. А отличается ли порядок оформления листков временной нетрудоспособности лицам, достигшим возраста 65 лет и старше? По данной категории это отдельное постановление. Временный порядок утвержден постановлением правительства 402 от 1 апреля. И, конечно же, имеются свои особенности. Что касается граждан, которые пересекли границу по 294-му, выписывается одномоментно на 14 дней листок нетрудоспособности с кодом 03, это карантин. А оплата происходит двумя частями. Первая часть за первые 7 дней и вторую часть оплачивается по истечении 14-го дня. Что касается категории 65+, здесь временными правилами определен порядок
Листок нетрудоспособности данной категории оформляется с 6 апреля по 19 апреля одномоментно и будет оплачен в течение 3 дней с момента поступления реестра от работодателя. Марина Евгеньевна, представим, что работник 65+ не хочет уходить на больничный. Что делать в таком случае? Нужно ли, к примеру, медицинским работникам этого возраста уходить на больничный? 402 постановление, которое определяет временный порядок оформления листка нетрудоспособности, порядок оплаты, нам четко прописывает пункт 2, что оформление листка нетрудоспособности происходит всем гражданам 65+, за исключением лиц, находящихся на удаленных рабочих местах и в отпуске, какой бы отпуск ни был, за свой счет, очередной отпуск. Эти правила распространяются на все категории работающих, независимо от деятельности здравоохранения, образования. А вот касаемо дистанционки, если для работника старше 65 лет оборудовали дистанционное место работы или он находится в оплачиваемом отпуске, нужно ли ему в таком случае оформлять электронный листок нетрудоспособности? Значит, эти случаи, они являются исключающими для оформления листка нетрудоспособности категории 65 лет и старше. То есть это значит, если работник 65 лет и старше находится на удаленном рабочем месте, дистанционно работает, либо находится в отпуске, ему не оформляется листок нетрудоспособности в связи с карантином. Если своим внутренним приказом сотрудник старше 65 лет отправлен на самоизоляцию с сохранением заработка, нужно ли на него оформлять электронный больничный? Как правило, конечно же, работодатель, во-первых, должен проинформировать работника о том, что вступили в силу временные правила об оформлении листка нетрудоспособности. Конечно же, работник должен проинформировать своего работодателя любым способом, желает он оформить этот листок нетрудоспособности, либо отказывается. Марина Евгеньевна, а лица с хроническими заболеваниями, как оформить листок нетрудоспособности в таком случае и такой категории людей? Действительно, сейчас возникает очень много вопросов для лиц данной категории. Но наш общий порядок по оформлению листков нетрудоспособности и 255-й федеральный закон по оплате и оформлению листков нетрудоспособности нам говорит, что в связи с обострением именно хронических заболеваний оформление листков нетрудоспособности осуществляется в общем порядке. То есть работник подает заявление, дистанционно звонит либо скорую помощь, либо своему участковому врачу в поликлинику и вызывает врача, и ему оформляется на общих основаниях листок нетрудоспособности, но не с карантином, не в связи с карантином, а по заболеванию. Код ставится 01. И еще хотелось бы уточниться по людям старшего поколения, оформляется ли листок нетрудоспособности в случае карантина, если у работника 65+, больничный уже открыт по другим основаниям? Если листок нетрудоспособности по общему заболеванию, либо по уходу за другим членом семьи приходится на этот период, две выплаты производиться не могут, соответственно, листок нетрудоспособности не оформляется. Марина Евгеньевна, спасибо за разговор. Думаю, теперь у наших телезрителей стало меньше вопросов по оформлению больничных. Еще раз спасибо. Спасибо. О порядке и способах оформления листков временной нетрудоспособности мы говорили с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования по Якутии Мариной Мироновской. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.